Раз. Ну что, дорогие друзья, я думаю, можем начинать. Все готовы? Ну что, приветствуем вас, дорогие друзья, еще раз. Приветствуем нашу команду Легиона умников и всех тех, кто смотрит нас по ту сторону экрана. Сегодня в Национальной библиотеке в рамках фестиваля Ворсантор проходит первый турнир по интеллектуальным играм «Время играть». В 2022 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Напомним, что в конкурсе могли принять участие ребята от 7 до 18 лет. Темы игр могли быть из разных областей науки: точные, гуманитарные, общественные, технические, естественные и иные. География нашего конкурса обширна, вы можете наблюдать это на экране. Всего было представлено 63 работы, и вот 15 лучших из них здесь. Вас ждет серьезная борьба за право оказаться среди 3 победителей, чьи настольные игры будут изготовлены тиражом 20 экземпляров для создания игротек во всех муниципальных образованиях нашей республики. Сегодня вы презентуете их нашему жюри. Логинова Елена Андреевна, ведущий библиотекарь отдела краеведческой и национальной литературы Национальной библиотеки. Рассыхаев Алексей Николаевич, старший научный сотрудник сектора фольклора, кандидат филологических наук Института языка, литературы и истории Коми научного центра. Фасахова Любовь Александровна, руководитель Центра поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки Республики Коми. А также у нас есть 2 эксперта, которые наблюдают за нами, они будут голосовать онлайн. Это Гурин Юрий Владимирович, разработчик настольных игр, преподаватель ТРИС, город Санкт-Петербург, и Муравьев Олег Иванович, генеральный директор ООО «Инноватик», предприниматель, изобретатель интеллектуальных игровых наборов для развития научно-технического творчества города Сыктывкара. Ну что, друзья, сейчас для приветственного слова мне бы хотелось пригласить замдиректора Национальной библиотеки Республики Коми Марину Валерьевну Панюкову. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, педагоги, наставники, родители, мы рады приветствовать вас в Национальной библиотеке Республики Коми на первом этапе Республиканского фестиваля интеллектуальных игр «Ворсантор». Ирина уже сказала, что он получил поддержку Фонда президентских грантов в 2022 году. Ну и, собственно, при его поддержке мы реализуем этот фестиваль. Я прошлась немножко, посмотрела игры и, конечно, хочу выразить восхищение вашим творчеством, вашими оригинальными идеями и вообще вашим стремлением идею довести до конца и сделать из вашей задумки готовый творческий проект. Желаю вам удачи. Вообще 63 работы поступило на конкурс в этом году, и из них 15 стали победителями. Поэтому я вас всех поздравляю, ваши игры замечательные, и желаю вам, конечно же, удачи. Хотела немножко поблагодарить партнеров, которые помогли нам в этом фестивале. Безусловно, это республиканские библиотеки, центральные библиотеки городов и районов Республики Коми, потому что на местах кураторы дают возможность каждому участнику, каждому ребенку самого удаленного уголка Республики Коми получить возможность реализовать свое творчество и воплотить свою идею. Поэтому им тоже большое спасибо. Как мама, я бесконечно уверена, что большой вклад в реализацию этого проекта, каждого из этих проектов, был внесен, конечно же, взрослыми, потому что это ваше терпение, это ваши добрые советы, это ваша поддержка деткам, которая действительно помогла им стремиться к победе и воплотить этот проект. Поэтому вам огромное спасибо за то, что вы привели детей к этой победе. Еще у нас есть замечательный наш партнер, это заместитель директора маркетингового агентства Prime Monitoring Анатолий Владимирович Попов, который помог нам в создании призового фонда. Ему тоже огромное спасибо. И, конечно же, нашим экспертам, которые взяли на себя очень непростую роль выбрать из всех работ, которые были представлены на конкурс, работы, которые стали победителями. Потому что работы, конечно, бесконечно интересные, инновационные, и радует глаз
а радует глаз, а не потому, что нам помогла эти работы издать Коми республиканская типография. Это наш попечитель Национальной библиотеки Республики Коми. И отдельное слово благодарности мы скажем Анне Викторовне Чураковой. Ну что, приветственные слова закончились. Я желаю вам удачи. Желаю, чтобы у вас состоялась замечательная презентация ваших работ, ваших игр. Начинаем. Спасибо, Марина Валерьевна. Да, друзья, мы переходим к нашей большой игре. Немного о правилах, я их напомню. У нас строгий тайминг, у вас есть всего 5 минут для того, чтобы представить свое детище. У каждого на столах есть схема маршрута. Я напомню, что это схема маршрута для группы поддержки. Ваша изначальная точка начинается в самом верху. Вы все видите, да? За каким столом вам необходимо быть изначально, и вы двигаетесь в этом направлении. Я думаю, что могут быть небольшие заминочки, но ничего страшного, мы только начинаем. Как только вы услышите сигнал, вам необходимо будет сделать вход на следующую станцию. В конце каждый из вас сможет проголосовать за полюбившуюся игру. Это будет у нас приз зрительских симпатий. Действуем оперативно, активно. Ну и удачи всем нам. Итак, первая игра. Ребята, мы перемещаемся к группе поддержки согласно нашим маршрутным картам. Жюри у нас перемещается к первой игре, волшебная игра «Диана Нечипорук», Кнешпогосский район. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делайте 3 шага. Раз, два. Следующий кидает Давид. Ой, Александр. Цифра 6. Ответьте на вопрос. Горячий прибор для глажки рубашки. Что это? Правильно. Делай 6 шагов вперед. Следующая Екатерина. Цифра 1. Назови 5 слов на букву Б. Да. Правильно. Делайте 1 шаг вперед. Следующая Александра. Цифра 6. Ответьте на вопрос. Какой электрический прибор используют для работы воды? Воды. Стиральная машинка или кофеварка?
Следующий кидает Давид. Цифра 4. Придумай. Цифра 2. Крокодил. Я говорю участнику любое слово на ушко, а он должен его показать без слов. Без звука. Сказать нужно. Да. Делай 2 шага вперед. Стоп-игра. Победителем становится тот, кто первый доходит до конца поля. Спасибо участникам за внимание. Эта игра выглядит как обычная ходилка-бродилка, которая известна почти каждому ребенку. Но интересно на тем, что во время игры участники успевают пофантазировать, заняться спортом, напрячь свой мозг, отвечая на вопросы и отгадывая слова на одну букву. Благодаря моему волшебному кубику с заданием. Ведь благодаря ему я разбавила всем знакомую игру и сделала из нее более интересную и новую. Спасибо всем за внимание. Отлично, отлично, Диана, ты вовремя справилась. Дорогой жюри, я предлагаю вам перейти к следующей команде. Пойдем к Ане. Договорились? Хорошо. Если... Дорогие группы поддержки, мы тоже перемещаемся согласно нашим маршрутным картам. Не волнуйся, главное, ты прям молодец. Я тебя поцеловала, теперь я заболею, потому что ты же бегаешь на... Добрый день всем. Добрый день. Всем известна игра «Кто?». Это игра, позволяющая выбрать любую тему. Для игры «Код мем имя» я выбрала тему, раскрывающую богатство нашего коми-края. То есть на карточках игры есть названия цветов и ягод, растущих в нашем крае, есть названия животных, птиц и рыб, обитающих в наших северных лесах и реках. Одними из интереснейших персонажей в игре являются герои коми-легенд и преданий. Также на карточках есть природные объекты Республики Коми и другие красивые коми-слова, обозначающие яркие предметы и явления. Для тех, кто не знаком с героями коми-легенд и преданий и с природными объектами Республики Коми, мы подготовили ознакомительные карточки. По правилам игры каждый из игроков становится одним из существ или предметов и одевает карточки с изображением на лоб. Нет, это они играют. Каждый игрок должен выяснить у других игроков, во что же он превратился, задавая вопросы, предполагающие ответ только «да» или «нет». Также мы подготовили шаблон с правильными ответами и вопросами. Если у кого-то из игроков возникнут трудности с ответами и вопросами. Игра начинается. Давай, начинай. Нина, начинай. Кто у нас начинает? Ульяна. Я живой? Да. Говори. Я растение? Да. Я дерево? Нет. Я живое? Да. Я животное? Нет. По 2 раза, да?
задаешь раз. Я трава? Нет. Нет. Я растение? Да. Я цветок? Да. У меня есть розовый цвет? Да. Я... Быстрее думай. Пробую. Ну, время идет. Колокольчик? Нет. Следующее сдается. Я, наверное, мифическое существо. Плохое или хорошее? Плохое. А я тут надо было один раз, наверное. Кто я? Это подсказки, да? Это ознакомительные карточки. А их во время игры, до игры можно уже просматривать игрокам? Можно до игры ознакомиться. Перед игрой ознакомливаются игроки с карточкой. Нет. Идем дальше, да? У вас осталось 30 секунд. Я цветок. Да. У меня есть фиолетовый цвет. Да. Я колокольчик. А все времени нет больше. Все, закончилось время? Да, и это, получается, она выиграла. А если время не Спасибо, закончилось, Евгения. она берет Команды, следующую переходим к следующему маршруту. Поняла, зачем вот эти карточки? карточку. Космический Ознакомительная, навигатор, кто не встречайте знаком жюри. с героями легенды предания. Они могут Они помогают. Поняла, спасибо. То есть она каждая будет в этом карточке? Спасибо. Спасибо большое, интересно. Ага. Так, кто будет рассказывать? Так, держите, да? Кто будет презентовать, да? Ну, можем, подхватываем. Ну, давайте я туда. Здравствуйте, дорогие жюри. Вас приветствует Горбачев Лев. И Пескунов Володя. Мы придумали игру «Космический навигатор» в направлении космос. Особенность нашей игры в том, что она создана полностью на научных фактах. К примеру, на нашем игровом поле можно увидеть то, что Солнце находится не в центре галактики, а сбоку. Также наша галактика имеет спиралевидную форму с перемычкой. Вот можно здесь рассмотреть. Можно увидеть расположение планет. Их всего 8 в нашей галактике. И также можете заметить их направление. За маршрутную основу был взят... так, За основу нашей игры был взят маршрут спутника Voyager 2, миссия которого была за кратчайший срок облететь такие планеты, как Юпитер, Сатурн и Уран, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, и собрать с них данные за кратчайший срок. После выполненной миссии Voyager 2 вылетел с орбитали и ушел в межзвездное пространство. Но так как наши игроки должны вернуться на Землю, мы придумали портал 1 в виде черной дыры, с помощью которого они смогут вернуться. И также, чтобы вернуться, им нужно выбросить на кубики либо 1, либо 2, и тогда они сразу попадают на Землю. Либо, если выпадает 3 или 4, они попадают на Венеру, которые должны уже дойти до Земли. Либо им может выпасть 5 или 6, и они попадают в портал 2, от которого снова должны дойти портал 1, и уже оттуда давайте. Давайте начнем. Предлагаю начать. Какие фишки вам симпатичны? Давайте, желтые. Давайте, вы будете ходить первая. Да, без меня. Мы с вами. Почему? Так быстрее. Читай вопросы. Ходите. После каждого хода задается вопрос.
Есть созвездия, названные именами животных. Какие вы знаете? Знаков зодиака, да? Нет. Есть созвездия, названные именами животных. Лев, Правильно, лев. Правильно. Нет. Нет. И скорпион. Скорпион, рак и лев. За каждый вопрос, на который вы дали правильный ответ, вы будете получать плюс 2 шага. Ну, засчитаем вам. Благодаря Марине Валерьевне. Дальше хожу я, мне выпало 5. а задает вопросы ведущий? Да. Я понимаю, потому что там ответы есть, да? Какое небесное тело является самым плотным во Вселенной? Нейтронная звезда? Да, правильно. Теперь ходите вы. Так, бросаем. Бросаем? Да. Да. 5. Назовите имя английского физика-теоретика, космолога, писателя, директора по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета. Ныне же вышла. Да. Стивен Хелкинг. Хокинг. Давайте засчитаем. Нет, я уже тут была. Так, теперь мой ход. А какой-то карты нету вот с ответами, например? Карта с ответ. Ну вот получается, на самих карточках с вопросами есть и ответы. Ну вот. Что такое пояс зодиака? Пояс зодиака — это группа звезд в неизменном положении. Совокупность зодиакальных созвездий. Не засчитываем. Когда не отвечаю на вопрос, оставляюсь на том месте, где сходил. Выигрывает тот, До- Доходит до портала до пор- и возвращается на Землю. На Землю, как уже у нас звучит, можно тремя способами. У нас времени уже нет. Времени нету. Ваш ход. 3 секунды осталось, можно попросить. откуда вообще возникла идея? Ну, изначально мы придумали более маленькую игру в виде лото. Спасибо за игру. И Следующий решили ее ход. расширить, и получилось так, что появились и новые вопросы, и идея самого маршрута с порталом. Все, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, запоминайте, в какие игры вы играете, потому что в конце вам необходимо будет отдать голос за самую понравившуюся. Девочки, пока вот сюда. Литературный калейдоскоп. Так. Садись. Да. Так, мне в микрофон, да, говорите? Микрофон. В микрофон говорим. В общем, суть игры в том, что мы... Давай я буду держать. Что у нас игроки от 2 до 6 человек могут играть в эту игру, называется литературный калейдоскоп. Здесь собраны коми-писатели, ну, с коми-республики, коми-произведения, герои коми-произведений, и ребята делают ходы, открывают какую-либо фишку и отвечают на то, что им нужно. То есть, если у нас выпадает фотография коми-писателя, они отвечают, ну, называют его имя. Если белая фишка, называют произведение, и если назовут еще и автора вдобавок ко всему, то получают плюс дополнительный балл. А оранжевая фишка — это произведение, и нам нужно назвать его автора. Ходы можно делать в любом порядке, в каком они хотят. Вот, попробуйте, сыграйте, покажите. Вы тоже? Давайте. Так, тогда вам нужна 3-я фишка. Вот, это ваша. Да, сначала решите, кто будет ходить первым. Ну, кидайте. Кидайте, да. Кидайте, у кого больше, тот ходит первый. Кидай. Угу. Ну, давай. 5. Твой первый ход. Маша ходит первой. Давай. 5. Вторым. Перекидывай. Вторые потом по часовой стрелке. Угу. 1. А можно в любом направлении? Можно в каком хотят, да. Это у нас писатель. Я тоже. Что? Давайте. Елена Козлова, да, правильно. Елена Васильевна. То есть Елена Васильевна Козлова. Да, и она получает жетон за правильный балл. Фишка остается в перевернутом виде. у вас
есть какой-то, да? Ну, вот где У нас, шпаргалка. да, конечно, для ведущего. Так, здесь произведение, да? Там, да, оранжевый, а там фотография. Мгм. Это Лебедев, Да, Кирилл Николаевич. да. Правильно, вы тоже получаете жетончик. Поздравляю, молодец. Произведение. Какое? У нас тут профи сидит. Держи. Это Куратов. Иван Алексеевич. Да, она сделала ход так, что пропустила уже открытую фишку. Потому что, да, она ее перепрыгнула и пошла дальше. Да. Да? Да, каждый раз начинается с самого начала игра. Вот здесь у нас Нет, произведение. теперь у вас будет в конце, потому что мы перепрыгиваем уже открытую фишку и идем дальше. Мгм. Почты Берта. Это, наверное... Это произведение? Да, это произведение, но... Сразу скажу, не знаю. В таком случае... Что? Серафим Попунта. Они вам подсказали, а так бы мы перевернули карточку обратно. Мгм. А если выпадет 5, а уже все пятерки открыты? Если куда выпадет 5, то мы дальше идем по часовой стрелке. То есть, например, мы хотим сюда, 1, 2, 3, 4, и далее по часовой будет сюда, 5. Вот так ходы идут. Может, я думаю, мы не успеем доиграть все равно. Да, еще одну откроем, посмотрим. Ну хорошо. Угу. Чудо платье Елена Афанасьева. А беленькую просто перевернуть, посмотреть, что Да, там. просто посмотрим. Беленькую. Вот да, мы еще беленькую. А в каком порядке расставлять вот по цветам Вот. фишки? Это как угодно. Всего 72 фишки, но используют 36. То есть мы раскладываем их как хотим. Чужий Матвей. У Савина. Райан Аден. Райан. И у него еще второе произведение есть, там тоже Чужий Матвей. Райан Аден. Биология. Да. Да. Вот. Еще что-то есть сказать? Еще что сказать? Это У кого больше фишек, я понимаю. выигрывает, да. А игра вообще уникальная тем, то, что она не только вашу память тренирует, но еще и, может быть, вы узнаете что-нибудь новое, если что-нибудь не будете знать. Она очень яркая, красочная, деткам точно понравится. Можно использовать и в школе, и на уроках, и в библиотеке, в общем, где угодно играть. Откуда идея появилась? Идея, она уже давно появилась, на самом деле. Мы в библиотеке устраивали громкие чтения, то есть мы точно так же фишками ходили, и что выпадает, мы то читаем перед всеми, перед зрителями, ну вот так вот. А потом появилась идея и вот этой игры, то есть уже преобразованной, скажем так. Вот с коми-писателями. Спасибо. Интересно, познавательно. Спасибо, Ева, большое. спасибо, Родион. Друзья, мы переходим к следующей игре. Наше жюри подходит к интеллектуальной Будете рассказывать. эшки-мешки. Илей Анна, Княж, Погосский район. Можно у нас... да, эксперт слышал, да. Хотели бы поиграть. Девочки, садитесь. Присаживайтесь. Добрый день, меня зовут Анна Белей. Я представляю интеллектуальную игру «Эшка-мешка». Итак, уважаемые участники, перед вами поле, на котором 6 секций. Каждая секция имеет свою цифру и свой цвет. Также есть кубик, который вы будете кидать по очереди. За правильный ответ получаете жетон. Итак, поехали. Первый участник. Кидай кубик. Сектор 3, города. Зачитывайте вопрос. В каком городе Республики Коми находится бронзовая скульптура глухаря? Сосногорск, наверное. Получайте жетон. Сектор 2, все обо всем. Читайте вопрос. Какие горы располагаются на территории Республики Коми? Высокие горы, есть низкие. Или название нужно? Ну, давайте начнем. Народная, которая называется еще Народа, Мань-Пупуньор, Чижим Юра, как называется ее, Монорага, Сабля, гора Варсоломеевой,
что еще? Тиман, тиманский кряж еще называют. Ну, Урал-то сами, да? Нет, Урал-то... Просто я пик называю. Держите жетон, молодцы. Следующий. Сектор 4, все обо всем. Ой, народные праздники. Проходит в селе Визинга, Сысольском районе, в дни Масленицы. Гажа валяй. Молодец, держи жетон. Следующий. Сектор 5, животные. Какое животное называют полярной или белой или снежной лисицей? Писец. Молодец, получаешь жетон. Следующий. Сектор 3, города. Зачитывайте вопрос. В каком селе Республики Коми проходит фестиваль Ибица? Правильный. А можно не бросая, я возьму национальную одежду, посмотрим, да? Я на поясе держусь, я на кухне пригожусь. Нужно узнать, что такое, да? Поварешка, что ли? Нет, одежда. На поясе. Нож. Я на поясе держусь и что-то там пригожусь. И на кухне пригожусь. Ну, передний. Ну понятно, передний. Помогли, угадал, да? Да. Держите жетон. Следующий. Кидай кубик. Сектор 2. Все обо всем. Читай вопрос. Биосферный заповедник Республики Коми. Печора-Лычский заповедник. Следующий. Сектор 6. Птицы. Читай вопрос. Какой птице установлен памятник в Сосногорске? Глухарю. Да. Следующий. Сектор 1. Как называется женский головной убор? Их много, я не знаю даже. Да, и очень Платок, например, кокошник, сорока. Там... Какое животное было на гербе? Медведь. Уважаемые участники, стоп, игра, подсчитываем жетоны. Сколько? 3. Вот у нас есть победитель. Можно микрофончик? Да. Возможно, моя игра похожа на другие игры, своей структурой, правилами, но при этом она уникальна. Особенность ей придает то, что она посвящена нашей республике Коми. К сожалению, в школах сейчас уделяется очень мало времени на изучение родного края. Но с помощью моей игры дети узнают чуть больше о Коми-земле, о традициях, о городах и селах. Дети будут играть, не подозревая то, что они на самом деле учатся. А быть может, игра кого-нибудь подтолкнет к самостоятельному изучению родного края. Ведь это так здорово и интересно знать место, в котором ты живешь. Игра также интересна и взрослым. Бабушки, дедушки, папы и мамы с удовольствием поиграют в мою игру с младшими. И эта совместная игра, вместе проведенное время, поистине бесценна. Спасибо, Анна. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, мы переходим к следующей игре. На каждый, да, если что? «Спаси Зарань», Сюткина Мария, город Ухта. Здравствуйте. Кто будет вести? Я. Вот. Мария. Готова? Эксперты, может, сядете туда? Давай, я раздам. Присаживайтесь. Так не туда. Девочка, а вы следующие? Садитесь туда. Я буду микрофон держать. Давайте я подержу. Так вот уже играем. Здравствуйте, меня зовут Мария Сюткина, мне 8 лет. В этой игре необходимо Сколько карточек мы раздаем? Каждому сколько карточек раздаем? по 5 карт. Каждый должен не показывать друг другу? Да. Надо собрать кого? Чего? Надо собрать 4 или 5 зараний.
Каким образом? Если у вас, например, есть пера, вы ложите перу в колоду и берете за рань. Значит, вы выходите. Пера богатырь. Так не, можно начать просто у кого есть пера. У кого есть пера? Давайте. У кого у тебя есть пера? Давай, Ева. У кого есть? Пера богатырь, она сразу У кого есть великан, тот может походить великаном и забрать себе за рань. Отбиться и может медведем. Баба-Яга. Маша ходит. Если вы походите бабой Ягой, вы можете забрать, у кого-то забрать, то есть положить, усыпить ее. Что я должен, какие карты закладывать? Вот эти карты, они как бы удачу. Пера забирают, нужно собрать 4 или 5 за раз, в зависимости от игроков. Если в нашем случае 4, нужно собрать 4 за раз. Если у вас есть пера на руке, вы сразу же забираете, если у вас пера на руках, богатырь, он собирает сразу же зарань к себе. Дальше, если у вас есть карты удачи, это карты с картинками. Егмор. Можно я? Смотрите, если у вас есть пера, вот как было показано, пера ходишь, заранее забираешь, смысл больше заранее себе набрать. Если вот у игроков уже есть заранее, у вас есть либо великан, либо Йома-Баба, великаном вы забираете себе, Йома-Бабой усыпляете, вот эти двое, соответственно, они добрые, они отбиваются. Если у вас ни того, ни другого нет, но ваша очередь ходить, вы ходите любыми картами. Смысл в том, чтобы больше цифр скинуть. Если у вас одинаковые, вот как две одинаковые шестерки, вы сразу двумя картами можете ходить, две шестерки. Если есть пример какой-то, там 1 плюс 2, 3, и у вас есть 1, 2, 3, ну это детям поможет учиться считать. У меня, допустим, 5-летний уже прям считает в лед. То вы двумя картами, 2 карты скидываете, да, 2 карты из колоды берете, чтобы, поучить себе, соответственно, там, перу, там, либо прочее. Тоже пример 1 плюс 9, 10. Я себе беру недостающие карты, 3 штуки. У каждого, да, после хода должно 5 карт оставаться. Побеждает тот. А, вот она, видите, Егмор там походила и все, забирает. У тебя медведь есть? Маша может отбиться, если от великана... А, вот, Ошем, отбивайся. Она отбилась, все, она вернула себе зарань. Если бы не было Оша, то все, зарань, значит, остается у Евы. Да. И тут количество. Вот вы можете... Если вы ходите водяным, это карта удачи. Вы можете взять карту из колоды. Если это цифра, вы от себя считаете по очереди. На кого попадет, тот возьмет зарань. Вот, например, я считаю 1, 2, вы берете зарань. Да. А если бы, например, была какая-то, например, картинка, то вы бы... Да, вы ходили еще раз. Все, она сходила, теперь вы ходите. Вы хоть себе уже карту удачи? Либо вот любой ценой. А 4-4 нет? Баба Ягой могли украсть зарань, усыпить зарань. Если тут тактика, да. Усыпить зарань, ее же лучше в конце. У меня пера богатырь, я его скидываю и сразу себе беру зарань. Скоро закон закончится. Да. Вы Но хотели здесь вопросы? Нет, очень внимательно нужно знакомиться, перепитывать, да. Если, конечно, 5 минут не хватает. Ну, дети, я вам скажу, втягиваются очень быстро. Вот у меня 2 дочерей, они играют постоянно. Смысл забрать зарань. И некоторые прям не показывают зарань. Делаем ход, дорогие друзья. То есть, да, у нас дома своя тактика. Я, допустим, этих Йома-Баб оставляю на потом, и потом начинаю всех усыплять. Да, чтобы 3 у нее, например, 3 мы забираем себе, и у кого-то решаем. У кого заранее больше всего? 4, да. 4 набрал, все, победил, игра закончилась. Ну, игра не заканчивается, пока не набрал 4. Сейчас мы посмотрим название. А этот счет написан на каком языке, да? Да, тут мы изучаем коми-символы. Коми-символы, коми-язык, и получается сказочные коми-герои. То есть домовой, если вы сходили... Дорогое жюри. Да, это все описано, что вот сыграть Алыся, ваш противник может защититься от Йома-Баба. Это не считается ходом. Все описаны. Кто Дорогой жюри, мы тоже делаем ход. Мария и команда поддержки, спасибо вам. Следующая наша игра «Мое отечество. Коми-край». Краеведческое лото.
Ангелина, Прилузский район. Сейчас не начали еще. Давай, говори. Добрый день, уважаемые дети. Сегодня мы будем играть «Мое отечество. Коми края». На столу есть небольшие карточки, бланки. На каждом бланке по 9 ячеек. На каждой ячейке по 9 ячеек. Каждая ячейка имеет свою картинку, и в углу есть цифра. У меня тут тоже есть карточка с вопросами. Тут у меня тоже есть цифра. Я называю какой-то вопрос. И у вас есть на бланках тоже этот ответ. Вы должны найти его на своем бланке, если он есть. По цветам. По цветам. Каждая карточка имеет по разделам. Красный – это гербы. Желтый – лица Республики Коми. Черный – геология. Зеленый – зеленый край. Розовый – Республика Коми в цифрах. Голубой – водные объекты. Также у нас есть дополнительные баллы в виде 1 балла. Бонусные жетоны. Если вы что-то хотите сказать еще про этот вопрос, то можете отвечать. И получить бонус в виде 1 балла. Ну что, давайте начинать. Желаю удачи. Герб села Ношуль. Что-то еще знаете? Нарисована торговая лодка, так как раньше в Ношуле была торговая пристань. Балл. Идем дальше. Скала лег из геологический памятник природы Печора-Илынского заповедника. Нету. В переводе эта гора обозначает медвежья лапа. Гора Монорага находится на Урале. Молодцы. Вы очень хорошо знаете Республики Коми все. Идем дальше. Год первого упоминания об Усть-Исольске. 1586 год. Усть-Сысольске. Сейчас Усть-Сысольск называется Сыктывкар. Идем дальше. Древесное растение тундры. 42. Карликовая береза. Нет. Но все равно молодцы. Хоть угадали. Помощники есть вот так вот, где у вас Да. ответы? Отдельно мы писали, да. Здесь вот есть ответы? Здесь с собой нету отдельно. Герой Советского Союза из села Ношуль. Погиб в бою в 1943 году в Украине. 44. Сердитов Семен Алексеевич. Он погиб в бою за безымянную высоту. Все. Чернышские чипсонистки. Нет. Ну вот скажи, что играет. Инструмент скажи. Вот тут вот есть инструмент чипсон. Вот на них они играют. Подведем итоги. Подведем итоги. Сколько у вас баллов? 3, а у вас? Вы выиграли. Молодцы. Давайте выигрышему. Сейчас дам вот вам жетон.
И кто выиграл, вот вам... Так. Ну, для давайте... жюри. Хорошая была игра. Для жюри Переходим есть к следующему вот, столу. такие вот... Спасибо, это вы сами делали? Да. Следующая игра, которая презентуется, «Не спи на дороге». Вавилова Арина, город Сыктывкар. Садитесь. Я могу начинать, да? Так, сейчас подождите, эксперт. Я буду держать. Говорю? В общем, здравствуйте, уважаемый член жюри. Меня зовут Вавилова Арина. Я хочу вам представить свою игру «Не спи на дороге». Моя игра создана для того, чтобы показать значимость поведения подростков и детей на дороге. Она обучает дорожным знакам и поведению на дороге. Значит, суть игры заключается в том, что перед вами, вы видите, лежат карточки с зелеными рубашками. Это пешеходы. И ваша задача за игру, чтобы победить, собрать 5 пешеходов, либо 50 очков числовых, вот этих вот. Каждому раздается по 5 карточек. 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Есть карточки с дорожными знаками. Допустим, у меня вот карточка, дорожный знак, начало пешеходной дорожки. Моя задача скидывать вот эти вот карточки, обязательно называя знак. Если я не назову знак, то ход не засчитается. Ну, скинете, может? Знак пешехода. Пешеходный переход, знак. Можно скидывать. Велосипедная дорожка. Так. Я могу вот такую карточку, правда? Что это означает? Есть, да, жезл. Если кто-то кладет жезл, мы из колоды, что-то у меня тут все перемешалось, мы из колоды достаем самую верхнюю карточку. Если это самая верхняя карточка, карточка с числовым значением, мы, начиная от себя по часовой стрелке, отсчитываем цифру 4. Выпала цифра 4 на того, и тот берет карточку с пешеходом. 10. Кладет, да, это очки, кладет перед собой. Если выпала карточка без числового значения, то игрок просто забирает ее себе, ничего не отсчитывая. Есть карточки, я, может, сразу покажу, есть карточки машин. Тот, кто кладет машину, берет любого пешехода отсюда и кладет его перед собой. Также можно похищать этих пешеходов карточкой телефона или наушников. Тот, кто кладет карточку телефона или наушников, может похитить. Вот я положила, я хочу похитить этого пешехода себе. Можно отбиться карточкой ДПС. Кладет и возвращает себе обратно. Также можно усыпить назад вот в эту колоду, положить карточку любого игрока. Вот я хочу усыпить, кладу карточку красного светофора и усыпляю. Почему были взяты именно телефон и именно наушники? Именно телефон и именно наушники были взяты, потому что это самые главные отвлекающие предметы пешеходов на дороге. Ну и водители. Водители, да, в принципе, да, это самое отвлекающее. Отбиться от красного светофора можно карточкой зеленого светофора, вернув назад себе своего пешехода. Все понятно, или может какие-то вопросы есть, я могу объяснить. Продолжим, да? Самое главное еще обязательно добирать до того, чтобы у тебя на руках было 5 карточек. Обязательно, 5 карточек. Когда игра заканчивается? Игра заканчивается тогда, когда кто-то соберет либо 4 карточки, либо 40 очков перед собой. Нет, это разные числовые значения. Минимальная 5, максимальная 20. А не будет так, что, допустим, набрал 45 и проиграл? Нет. То есть не обязательно? Не обязательно. Больше 40, да.
Большим преимуществом моей игры является то, что она очень маленькая, компактная, удобная. Можно поместить в сумочку и носить с собой куда угодно. То есть не надо таскать вот такие вот большие. Не знаю, как называется? Дворовая территория. Здесь можно только пешеходу ходить. Дворовая территория. Этот знак называется. Да. Вот в том-то и дело, у меня вопрос. А как дети, скажем, будут наизусть знать название знаков, если надо специально знать. этому учат в автошколе? 3 месяца. С детства надо знать все знаки, все дорожные знаки. Здесь Для того, в чтобы... деревне, кроме пешеходного перехода, ничего нет. Ну, как раз в ходе игры вы изучите все знаки, уже в будущем будете знать, а не учиться 3 месяца в автошколе. Все, спасибо. Спасибо вам. Самое главное, не спите на дороге. Хорошая игра. Спасибо. Друзья, мы переходим дальше. Жюри у нас перемещается к городу Сыктывкару. Старцев Юлия, Потапов Артем, Коми картинки, Коми Серпас. Давайте как-то. Так, вы вдвоем. Дайте я с микрофоном. Вы вдвоем говорите. По теме. Ну да, я снова стою. Давайте я могу поддержать. Нет, я буду показывать. Хорошо. Мы представляем вам игру Коми Щерпаси, что в коми с коми языка означает коми картинки. Перед вами игровое поле. Состоит оно из 4 частей. На нем изображены картинки. Также у нас есть 4 колоды. Все колоды разной сложности. Вот, например, коричневая. Это самый легкий уровень. На ней изображены картинки. То есть вот картинки, и вам надо найти эту картинку на игровом поле. Как вы ее находите? Вы показываете на нее и говорите «Щерпас». Игрок, который нашел и сказал «Щерпас», получает эту картинку, эту карточку. Дальше средний уровень – это колода с названиями картинок. Например, Малица мужская. так, ищем эту. Отлично. Нет, это не малица, это женская одежда. А мы Щерпас. Вот это детская малица. Это паница. Далее, более сложный уровень – это описание картинок. Например, Самый узкий переулок в мире, находящийся в городе Сыктывкар. Забирайте. и самый-самый сложный уровень – это колода с названиями картинок на коми-языке. Керка, что же это? Отлично. Также есть другие карты. Так, например, перевертыш. Сейчас Артем покажет ее. Вот. То есть мы можем перевернуть одну часть поля. Вот так вот. И как вы захотите, как захотят игроки. Также карта круговорот. То есть надо будет поменять все части поля. Для чего это делается? Для сложности, да. Да, потому что это игра на внимание, на реакции. Также такая, можно играть в эту игру и сидя, и стоя, как захотят игроки. Для удобства лучше стоя, конечно же. Ну что, я предлагаю сыграть. И начнем мы с более легкого уровня. Это картинки. Отлично. Дальше. Так, что же это такое? Это что-то из фольклора. Ага. Коми-лыжи. Ага. Давайте Так, следующий уровень, средний. Это название. Первое. Так. Памятник Урату в Сыктывкаре.
Даже прочитать не успели. Коми пас олень. Черпас. Лось. Это олень. А лось, он больше. Черпас? Да. Да. Молодец. Плато Мань Пупунён. Герб Республики Коми. Черпас. Молодцы. Ну что, перейдем к более сложному уровню. Это описание. Так. Вершина представляет собой сильно расчищенный гребень с 5-7 огромными жандармами. Нет, да. Отлично. При этой российской императрице погост Уссысольск стал уездным городом. На коме. Да, самый сложный. Итак, Лым-Морд. Очень сложно. Пон. Давай последний. Круговорот. Меняем. Ну что, а побеждает тот, у кого будет больше всего карточек. Сейчас я предлагаю посчитать, кто же победит. Да, конечно, вы можете посмотреть все. 8, 7. Побеждает Алена. Аплодисменты. Кафтан это что? Кафтан. Кафтан. Угу. Все. Все понятно, да? Спасибо за внимание. Спасибо за игру. Следующий ход. Знатоки Республики Коми. Уважаемое жюри, к сожалению, возник форс-мажор, и участник не смог приехать, поэтому мы сами кратко расскажем, в чем же суть этой игры. Уважаемый жюри, пожалуйста, присаживаемся. Представляю вам игру участника с Ижмы Ануфриева Сергея, которая называется «Знатоки Республики Коми». Перед вами карточки с регионом нашего Республики Коми и шаблончики городов и районов республики. Здесь такие карточки, которые нам рассказывают, и точнее вы можете проверить свои Республики Коми в таких областях, как достопримечательности, памятники природы, символика, либо какие праздники Республики Коми, которые у нас проходят. Я задаю вопрос с карточки, кто первый отвечает. Если он отвечает правильно, он шаблончиком закрывает либо город, либо район Республики Коми на карте. Например, село Куратово. В каком районе у нас находится село Ивана Алексеевича Куратова? Сысольский район. Кто первый ответил? Все ответили первые. Значит, вы все закрываете на табло Сысольский район шаблончиком. Выиграет тот, кто первый закроет полностью карту. Это знают все. Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной. В каком районе? Совершенно верно. Первый участник у нас сказал правильно. Закрываем Сыктывдинский район. Самое крупное в Европе болото, которое называется океан. Усть-Цилимский. Совершенно верно. Руководитель другой группы сказал, что он находится на стыке Ижемского и Усть-Цилимского района. Можно было бы и ответить в том числе Ижемский, но участник заявил, что в Усть-Цилимском. Поэтому совершенно верно ответил наш эксперт. Да. В каком городе памятник природы находится скала Кольцо? В городе подсказочка маленькая. Вот такая скала Кольцо. Еще маленькая подсказочка. Город на букву У. Нет. Усинск. Совершенно верно. Спартакиада народов Севера России, называется на Заполярные игры, находится в городе Воркута. Совершенно верно. Наверное, все члены жюри у нас ответили верно. Какому городу принадлежит данный герб? Я вас специально запутала. Троицко-Печорский район. Правильно. Вот.
какому району, теперь уже запутывать не буду, совершенно верно, атакующий глухарь? Усть-Куломский, даже не надо произносить фразу, к какому району, да, относится Белочка. Карткиросский район. Посмотрите, какой знаток у нас символики Республики Коми сегодня сидит. Это знают все. Наш дорогой узнаваемый памятник, да, Стеллу, Сыктывкар, болото Иджит-Егор. В каком районе у нас присутствует? Уже посложнее вопросы пошли. Нет, на букву К. Кайгородский. Совершенно верно. Природный заказник Параськины озера. В каком городе? Ухта. Совершенно верно, знают все. Малагаловские камни в каком районе? С которого и участник, да, данной игры. Совершенно верно. Церковь Спаса Нерукотворного. Нет, должен на букву К райончик. Нет, на букву К еще. Кайгородский район. Да, вот. Да. Угу. В каком районе у нас находится памятник природы, ботанический, да. Совершенно верно. Угу. Горный хребет полярного Урала в каком районе находится? Да, Тимаис. Печорский район. Нет, неправильно. Нет, неправильно. Ударский. Нет. Сагорский. Нет. Где у нас эти белые хребты? Подскажу вам. Вуктыльский район. Теперь будете знать, да. Северное сияние у нас, наверное, скажут все, проходит в городе. Везде, и даже в Сыктывкаре теперь, но участникам заявлено город Воркута. Да. Мемориал погибшим, никто не забыт, ничто не забыто. У нас находится в городе, точнее в районе Усть-Цилимский. Спасибо за игру. Спасибо вам. Спасибо, друзья. Мы делаем следующий ход. Ну что, собрались? Игра «Звездосчеты». Савичева Юлия. Сейчас придут. Да, садитесь, будете демонстрировать. Встану. Сейчас давайте выберем кем. Соберите. Ты что, выучил? Она первая начнет. Здравствуйте, мы команда игры «Звездочеты». Это уникальная игра, которая поможет детям любого возраста познакомиться с миром космической математики. Что же отличает нас от других игр? Сейчас мы ответим на этот вопрос. Основная фишка этой игры состоит в том, что здесь есть, вот здесь есть 6 видов карт, по 32 в каждой, и можно выбирать сложность игры вот, за счет вот этих карт. Можно, то есть, вот эти две колоды убрать, и в зависимости от этого будем смотреть, каким играть кубиком. Если мы выбрали версию без умножения и деления, то играем пирамидой. Если выбрали с умножением и делением, то, соответственно, костью. Также эта игра развивает устный счет, навыки компанейские, то есть тут можно заключать между собой договоры, переговоры, и стратегическое мышление также тут развивается, потому что тут стоит просчитывать все возможные выходы и ходы. Вот. В набор у нас входит инструкция, как я уже говорил, 6 видов карт. Также у нас входят гексагоны ограничительные. Их можно выставлять в любом порядке, который им нравится. Можно даже выложить свою карту. Вот. Также у нас есть представлено 6 видов звездочетов и гексагончики звездочетов каждого цвета и звездочка. Целью игры будет достичь как раз-таки вот этой самой звездочкой. Сыграем? Я беру карту номер 3. 2 на 5, 10. Я делаю один шаг назад. Ну, назад я не могу сходить, значит, я остаюсь на месте. Так, давайте. 6. Отсюда 6, да?
Нет, это вы выпадете вот эту карту. Только вы ее читаете. Вы не должны были сейчас. Ну ладно, давайте сейчас выполним. Ее надо, по идее, сначала прочитать. Если вам она понравилась, вы можете ее выполнить и сейчас. Но если нет, то могли бы оставить до лучших времен, как говорится. Карты специальных возможностей вы можете подкидывать своим соперникам, чтобы помешать им добраться до звезды. Вот. Ну, я уже... Лера, вот твои гексагончики. Я беру карту номер 2. И 18 минус 7, 12. 11. В этом, да. Кто правильно ответил, тот, получается, ходит, но вы не играете. Допустим, она ответила правильно, и, получается, она забирает у нее ход. Она делает один шаг влево. И это не ты. И попутно отвечает свой путь гексагончиками. Гексагончики вот эти нужны для того, чтобы здесь, если выпадет вернуться домой, где-то, вот это, по-моему, карта, если тут выпадет вернуться домой, то ты сможешь вернуться к себе на начало. Также можно вот эти штучки перерезать, но об этом чуть попозже. Если время еще останется, расскажем про эти ситуации. Кто даже немножко похоже. Завоевываешь свою территорию. Так, хожу я. У меня выпало 1. Я беру карту сложения. 7 плюс 6 будет 13. И я хожу 2 шага вправо. Раз, два. Вот, я тут стою. Вот. Ходит игрок номер 1. У меня выпала карта номер 3, карта умножения. 9 на 2, 18. Мне опять выпал один шаг назад, значит, я возвращаюсь на место и отмечаю свой путь. Не читайте, не читайте. А что я должен? Нет, точнее читать, но не показывайте никому. Но прочитать должны. То есть вы в любой момент можете подтянуть кому-то из нас, Разыграть. чтобы помешать нам дойти до финиша. Ну, я должен сделать то, что здесь написано. Ну, когда захотите. Если вы сейчас захотите, то играть. Да. В свой ход. Так, я хожу следующее. И мне, допустим, выпадает 5. Я беру карту действия. И в этом случае я не выполняю никаких вычислений, я просто делаю то, что тут написано. То есть 2 шага к соседу слева, я делаю 2 шага влево и отмечаю гексагончиками. Желательно для игры. Так, я бросаю кубик. 3, беру карту умножения. У меня выпало 4 на 9, будет 36. И я сделаю 2 шага вперед по направлению к звездочке. До свидания. Вот так вот как-то. Как карта. Тут прямо. Вот так вот это 2 шага вперед, влево и вправо. И отталкиваясь от этой оси, мы ходим. Но так-то можно по-разному ходить, например, вправо. Да. А вот эти фишечки, они? Это просто ограничитель. Так, все, спасибо. Уважаемые авторы, время вышло. Спасибо за игру. Жюри переходит к следующей разработке. Военно-историческая настольная игра «Дорога памяти». Арсений Рожков, Егор Алешихин, город Сыктывкар. А когда начинать? Здравствуйте, меня зовут Рожков Марк, и я представляю своего брата Арсения Рожкова и его одноклассника Егора Алешихина, которые не смогли принять участие в этом конкурсе, так как находятся на всероссийских соревнованиях по футболу. Мы представляем вам военно-историческую игру «Дорога памяти». Игра предназначена для детей от 12 лет и направлена на закрепление и получение знаний по Великой Отечественной войне. Наша игра является уникальной и единственной в своем роде. Все картинки были взяты из энциклопедий по Великой Отечественной войне. Рисунки и вопросы были специально созданы для этой игры. Посмотрите на нашу игру. Я уже уверен, что вам хочется поскорее в нее сыграть. Наша игра состоит из игрового поля и несколько видов карточек. Есть карточки с вопросами, а также с интересной информацией. Эта информация была взята из энциклопедий по Великой Отечественной войне. Полководцы, города-герои, памятники и награды Великой Отечественной войны. На игровом поле есть 2 круга. Основной круг и дополнительный круг. На основном круге встречаются препятствия.
Вам письмо. Игрок должен взять любую карточку из категории «Интересные факты» и прочитать этот интересный факт вслух. Граната. Игрок переходит обратно на клетку «Старт». Салют. Игрок переходит на 3 клетки вперед. Ранение. Игрок пропускает ход. Скрипичный ключ. Игрок исполняет любую песню на военную тематику. Осторожно, мины. Игрок переходит на 3 клетки назад. Парашютист. Игрок переходит на дополнительный круг. Чтобы выйти из дополнительного круга, нужно пройти либо его весь, либо, попав на клетку с вопросом, ответить на вопрос. И из категории «И память о войне» нам книга оживит. А сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшой отрывок из игры. В другую сторону. Вы попали на клетку с вопросом. Вам нужно ответить на вопрос с категории «И память о войне» нам книга оживит. Прочитайте отрывок из произведения Виктора Дубровина «Мальчишки в 41-м» и ответьте на вопрос. В Ленинград езжали поздним вечером. Было светло. В июле ночи в Ленинграде белые. Меня удивили дома. Даже не сами дома, а окна. Почти все они были испещрены большими белыми крестами. Что же это такое, думал я. Спросить было не у кого. Для чего были нужны белые кресты на окнах? Для защиты от бомбежек. Вы попали на клетку с великими полководцами Великой Отечественной войны. Вам надо ответить на вопрос из категории «Что вы помнили?». В 1941-1942 году на Красной площади в Москве были выстроены деревянные конструкции, а на спортивных стадионах высажены ели. Для чего это было сделано? Правильный ответ. Вы попали на клетку ранения. Вы пропускаете ход. Вы попали на клетку «Вам письмо». Вы должны взять любую карточку из категории «Интересные факты» и прочитать этот интересный факт вслух. Гитлер считал своим главным врагом в СССР не Сталина, а диктора Юрия Левитана. За его голову он объявил награду в 250 тысяч марок. Советские власти тщательно охраняли Левитана, а через прессу запускалась дезинформация о его внешности. А во внутренний круг как попасть? Через какое-то поле парашютом, да? Парашютист. Вы попали на великого полководца Великой Отечественной войны. Вам надо опять ответить на вопрос из категории «Что вы помнили?». Как называются эти известные сооружения? Противотанковые ежики. Скажите, что сами изготавливали. Мы сами изготавливали эти рисунки и вопросы для этой игры. А вопрос был какой? Кто выигрывает? Когда конец игры-то? Выигрывает тот, у кого больше всего вот этих карточек к концу возвращения обратно, да. Да. Да, еще сказали, что значки тоже изготавливали сами. Значки, да, полностью рисованные сами. Вот это все полностью. Дорогие друзья, у нас переход хода. Вот, Не забываем про наш тайминг. Если полностью пошел, либо ответил на вопрос. Вот смотрите, вы попадаете на парашютиста. Парашютист вас отправляет на внутренний круг, да? Дополнительный. Вы стоите на старте. Вот вы попали на вопрос. Вы можете выйти, если отвечаете на вопрос, либо вы прошли полностью. Друзья, у нас переход хода. Жюри, я вам напоминаю, соблюдаем тайминг. Следующая игра – герои коми легенд. Лыткин Никита, город Сыктывкар. Сейчас мы поиграем в игру «Герои коми легенд и преданий».
В игре 31 карта. 3 из них специальные. 2 Верса и Васа. Они пропускают ход. И одна Зарань. Она заменяет любую карту. Все остальные карты составляют набор. Набор состоит из 4 карт. Первая это карта республики. Второе сам герой. Третье предмет героя. Четвертое имя героя. Сейчас я раздам каждому по 4 карты. Так. Все, сейчас начинает самый младший. Самый младший. Она ставит карту республики. У тебя есть еще? Нету. Теперь ходит следующий. Все, следующий. Все, больше нету. Можно и все. У кого кончится карта, тот и выиграл. Сначала можно. Республика, Можно? потом герой, потом предмет. Нет. И потом имя. И да. Ходи. Поставила. Все. Один набор собран. Теперь мы знаем то, что в Каткиросе жил Картайка. Он делал цепи. Ходим. Поставили предмет у этого героя. Сейчас. Да. По цвету. По цвету, если не знаешь. Теперь мы знаем то, что в Усть-Кулом жил Пера. У него было огромное колесо. Зовут его Пера. Добавляется, еще? если вам Нет, не получится. Если у вас их не было, то Всё. вы можете еще раз брать. Да. Теперь твой ход. Нечего, тогда бери. Да, теперь твой ход. Нету, бери. У тебя есть? Нет, ты берешь. Нет, вот. Все, ходит следующий. Еще раз берете? Всё. Конечно. Теперь ты их... нету? Берешь. У тебя синий. А вот у некоторых, хорошо, а вот Теперь... в этой карте нет никаких... Тогда она может кинуть любому, и тот пропускает ход. Такое, да. Универсальная. Карта-помешалка. Нету. Давай. Есть? Берешь. А вы не бросили? Маджи. По очереди Вот сначала сюда. персонаж, потом Мгм. предмет и... Теперь опять ты ходишь. Карта республика. Карта Я республика. же это сейчас все сделаю, чтобы... Все. Мы теперь ставим персонаж. Ножи. И У кого-то есть. все, мы закончили еще один набор. Теперь мы знаем то, что И мы теперь ставим в Сыктывкаре. наша и предмет. Все, Теперь мы знаем то, что Шипича жил в Сыктывкаре. У него был предмет пояс. В нем таилась его сила. А сколько всего районов представлено? Районов 7. 7, да? То есть 7 Семь. таких кучек Семь. получится. Ага. Что с Усть-Кломом связано? Какой персонаж? С Усть-Куломом Пера, да? Переход С хода, Каткиросом дорогие Картай, друзья. Да. Сыктывкар. Какой еще район? Шипича. Удара есть. Удара. Удара. Глот. Глот, да, удара, глот у нас.
Озеро Синдер. Это Жюри переходит к 14-му столу. Игра ТЭТ. Новикова Дарья, город Сыктывкар. Направленная игра на краеведение, знакомство с коми-лексикой, развитие памяти и внимания. Итак, я просто немного замерзла. Итак, меня зовут Даша, мне 12 лет, я из Сыктывкара. Очень рада оказаться на митапе по такому прекрасному поводу. Ну, а теперь перейдем к самой игре. Вы когда-нибудь играли в игру Мемо? Мемы играли? Да. Эта игра основана, ну, у нее такой же смысл, как и у мема. Ориентировалась я при создании на совершенно, естественно, мема. В моей игре есть 3 блока. Синий, простые коми-слова, зеленый, цифры, и белый — это коми-писатели. Изначально, как вы можете видеть на слайде, синий — это были цифры, но решили сделать по-другому. Что ж, в какой блок хотите сыграть? Цифры. Отлично. Их нужно перемешать. Пожалуйста, перемешай. И разложить на столе в произвольном порядке. Все прям? Да, все из этого блока. Можно играть как один блок для начала, так и сразу все блоки. Итак, да. Начинает игру самый младший игрок, Кирилл. Кирилл переворачивает сначала первую карту, запоминает цифру. Теперь он переворачивает вторую карту. Если числа не совпадают, то он переворачивает их обратно. Ход переходит по часовой стрелке. А если же цифры совпали, игрок забирает их себе и повторный ход. И хуем-муем. Да, конечно. Хуем-муем. По часовой стрелке я не играю. Хватняет и кых-мык. Итак, ваш ход. Хорошо, Лиза. Да, считал Эти и... Отлично. Кирилл. Нёль-моль и... Куем-муем. Нёль-моль. Отлично. Повторный ход. Куем-уем. Куем-уем. Этик-мэтик. Кык-мы. Нет, не подходит. Итак, ходите. Это блок с коми-писателями. Мы посмотрим только кто. Дмитрий, Савин, Стайлёв, Булатов, Альбертони. Слова как выбирались? Случайным образом. Я взяла много слов, поставила их в рулетку колеса рандома и крутила колесо, и какие выпали, такие я и нарисовала, соответственно. Ну, получается так. А там в колоде какое-то еще что-то есть, да? Это неправильный экземпляр. Сначала мне распечатали без рубашки, а теперь распечатали с рубашкой. Нормально. И побеждает тот, у кого вид больше карточек. Да, побеждает тот, у кого больше пару карточек собирается. А вот с писателями заданий никаких нету? Заданий никаких нету, просто как мел. Да, сама все рисовала. Да. И даже портреты писателей? Да. То есть тут полностью авторство. Да, вот так вот. Какие-то свои Ну, особенности, Иван да? Франков еще более известен, Сталев тоже. Сталев. Ну, Савин. чуть сложнее, но можно понять, а Ильбезова. Савин похож тоже на Валеева, да? Да, я старалась. Лыткин, да. А почему только мужчины? И почему именно эти? Так, рандом выпал. Да? Лен Васильников. Хорошо. Вот так вот. Быстро, да? Вы рисовали или художник какой-то вам помогал? Я рисовала, но так-то бы советы давала мама.
Вот. Не за что, мне только приятно. Да, это программа. Вот, правила игры тоже есть. Они односторонние. Если 12 карточек, сколько человек могут играть одновременно? От 2 до... Наверное, человек 4, да? От 2 до 7-8 можно. Ну, количество карточек можно увеличить. Количество карточек можно увеличить, да. И вот уровень с цифрами можно поменять при желании. Спасибо. Другие Ну что, линии. друзья, у нас последняя игра. И жюри переходит к лесной школе Савина Богдана, Сыктывдинский район. А, надо вставать или... Надо сесть. Да, сможет. Вы играете садиться или нет? Да. Не знаю. Все, короче. Давайте мы сидим, и можно еще. Всем здравствуйте. Меня зовут Савина Богдана. Я ученица Выльгарской школы номер 2. Я хочу представить вам свою игру «Лесная школа». По названию можно догадаться, что она основана на школьных предметах. Так, комплекция моей игры. В ней имеется карта, 6 фигурок и кубик. Также еще есть конверты с вопросами. Для начала выберите себе фигурку и поставьте на старт. Я пока смотрю. На поле изображены кружки разных цветов. Каждый цвет что-то обозначает. Оранжевый. Вы остаетесь на месте. Желтый. Я задаю вам вопрос по литературному чтению. Зеленый. Я задаю вопрос по окружающему миру. Красный. По русскому языку. Синий. По математике. Также еще есть фиолетовый. Вы пропускаете ход. Можно начать. Литературное чтение. Как звали корову кота Матроскина в сказке Эдуарда Успенского? Муму? Я не помню, не знаю. Нет. Мурка, ты пропускаешь ход. 1. Окружающий мир. Чем размножается клубника? Усиками. Усиками. Да. Правильно. Дальше. Да. Еще я хотела сказать цель моей игры. Цель моей игры – занять одноклассников на перемене. А ценность моей игры в том, что вопросы в ней можно дополнять. Также она полезна тем, что в ней можно проверить свои навыки по определенным предметам. Да, для 3 класса. Я делала ее в 3 классе. Ты пропускаешь ход. Да. Ага. Русский язык. Подберите синоним к слову «студеный». Правильно. Пропускать ход. Тоже пропускаешь ход. Самое маленькое значит. Так, там ответы есть. Да. Часть прямой. Где находится смерть Шелестный?
брали? Прямо из учебников? Да. Да? Да, из учебника. Понятно. Все связано с третьим классом, да? Мгм. А что я вот сказали, что есть еще конверты? А в них лежали карточки. Мгм. Побеждает тот, кто быстрее придет к финишу, да? Да, На финиш. правильно. Вот тут 70. Мгм. А сколько примерно вся игра длится? Не пробовали засекать? Нет, не пробовали. Ты меня упадешь? Играли? Да, играли. На переменах. Дорогие друзья, прозвенел последний гудок. Это значит, что наша большая игра подошла к концу. Я попрошу всех вернуться к своим столам, пока наше жюри удаляется для подведения итогов. Я попрошу каждую из команд собрать свои игры обратно в коробке. Ребята, собираем игры в коробке. Дорогие команды, я повторяю, пожалуйста, сложите свои игры в коробке. Данной конференции. Подождите, пожалуйста, присоединения других участников. Хорошо. Сейчас каждому столу мы раздадим листок с QR-кодом. Ваша задача проголосовать за понравившуюся из 15 игр, кроме, конечно же, своей.
Что, дорогие друзья, кто проголосовал, я сейчас подойду и заберу у вас QR-коды. А вас... Сейчас я еще донесу. Приветствуем вас в сервисе интернет-видеоконференции «Видеомост». В настоящее время вы являетесь единственным участником данной конференции. Подождите, пожалуйста, присоединения других участников. Ребята, у кого на столе еще игры? 2 игры еще на столе. Так. Еще одной игры. Где ты говоришь? Спаси Зарю.
Да. Что это сейчас было? Сейчас Ну что, дорогие друзья, я думаю, немножечко перекусили, немножечко отдохнули. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию прослушать мастер-класс от Гурина Юрия Владимировича, автора 60 книг, разработчика настольных игр, преподавателя ТРИС. Город Санкт-Петербург. Юрий Владимирович на связи, просим прощения за задержку, но мы готовы. Да, на связи. На связи. Алло, алло, слушаю вас. Чего вы мне звонили? Я не звонил, покажу. Так, дорогие друзья, слышно меня? Мы вас слышим, мы вас видим. Спасибо. Ну что ж, я очень рад тому, что хоть в режиме онлайн, но смог побывать на замечательном мероприятии, участниками которого вы тоже сегодня все стали. Радуюсь за Сыктывкар, за его жителей и за всю республику, глядя на вот эту замечательную библиотеку, совершенно великолепную. Я понимаю, что проект сегодня он завершался, но ведь это был только финальный этап, а сколько было сделано на предыдущих этапах, сколько замечательных игр разработали ребята, как они здорово их представляли. Особенно хочу подчеркнуть то, что их удалось выпустить. Это же замечательный дизайн, мечта многих наших разработчиков. Я состою в гильдии разработчиков настольных игр, сам автор, в общем, ряда, скажем так, игр, и знаю, насколько нелегко бывает работать с макетом. Вот, я рисую свои игры сам, когда на стадии макетирования, да, когда прототип делается, это особая нелегкая работа. Вот. Даже есть совет от бывалых разработчиков не спешить делать прям профессиональные рисунки, картинки, потому что этап тестирования должен быть тщательно проведен. Многократно надо сыграть в игру. Ну вот до полусотни раз, как подсказывает опыт разработчиков. Ну, по крайней мере, раз 10 это минимально. Вот. Причем полноценно, с разными игроками, не только со своей компанией. Проверить, как понимают правила. Вот. Насколько игра идет гладко. Есть такой термин, сбалансирована она или нет. И даже есть такой термин, игра сломалась. То есть в какой-то момент правила были недодуманы, и игра пришла в тупик. Но мы видели, что сегодня ни одна игра в тупик не пришла. И я радуюсь тому, что игры будут выпущены, пускай небольшим тиражом, но они пойдут к людям, ваши разработки. А ведь игра — это действительно проект.
не только надо какие-то знания, так сказать, постараться туда вложить, но как их оформить, какая будет игровая механика. Здорово, что многие разработчики, вы, обратились к нашей истории всей нашей страны, к истории и географии, достопримечательностям вашего края, что мне, например, было интересно и для меня познавательно. Я многие вещи вот сейчас узнал. Вот, а если бы я еще поиграл по-настоящему во все эти игры, сколько викторинных моментов вы вложили, разные механики были использованы. Сначала больше были такие ходилки, да, с викторинами, но мы увидели и донетки, и находилки, и увидели мемори, и квартет. В общем, здорово, мне очень это все понравилось. Я подготовил презентацию как раз на тему о механиках игровых и оболочках. Так называется моя презентация. Давайте мы ее сейчас посмотрим. Видна ли моя презентация? Да, видна. Замечательно. Вот. Настольная игра, механика и оболочка. Ну вот игровые механики, я уже эту тему сейчас затронул. Это базовые правила, которые заложены, можно сказать, такой скелетик игры. На чем вся игра держится. Вот. А оболочка – это сюжет, это игровая среда, которая надевается, можно сказать, на эту механику. Вот, например, игра в футбол. Это не настольная игра. Ну, я и, наверное, многие из вас любят футбол. И когда-то я задался целью сделать настольную игру в футбол. Вот. Но с чего все начинается? Надо знать сначала предмет. Просто понимать, что такое футбол. Ну, мы понимаем, да? Идем дальше. А что было сделано другими людьми? Вот видим какие-то варианты футболов настольных, но это пока еще не полноценная настольная игра. Здесь механика, как и в реальном футболе, это ловкость игроков. Видите, разные есть игры. И хоккей есть аналогичный, и баскетбол. Везде это ловкость. Какие еще механики? Вот ходилка, которую мы сегодня видели неоднократно, ее еще называют кинь-двинь. Я подумал, нельзя ли сделать футбол в такой механике, в ходилке? Она, в общем-то, считается самой простой, но какие-то изюминки могут сделать ее оригинальной, интересной и необычной. Получилась у меня вот такая игра. Видите, вроде бы на ходилку не похоже. Две команды. Они в разные стороны двигаются, игроки, но здесь бросается кубик, и по определенным правилам передачи осуществляются и забиваются голы. Я не буду сейчас в детали вдаваться, просто хочу сказать, что механика бродилка, она здесь, или кинь-двинь, она остается здесь, но видите уже какая оболочка, футбольное поле, прям как будто бы настоящее, оригинальное. Вот. Механика memory, о которой сегодня упоминалось уже, да, в одной из разработок, это когда надо парные картинки находить, ну и в более сложных вариантах просто запоминать то, что спрятано, и какие-то манипуляции, открывая карточки, с ними производить. У меня на этой механике несколько игр сделал, они все разные. Но вот футбол как-то захотелось. Шел чемпионат мира, когда он в России проходил, и прямо во время просмотра матчей рождалась вот игра, которую я сейчас вам покажу. Есть механика домино. Вот сегодня из представленных игр никто ее не использовал, но мы все ее, конечно, знаем. Это некий ряд, который должен продолжаться и соединяться за счет одинаковых элементов.
И вот мне подумалось, ведь как забиваются голы? Идет передача от одного игрока к другому, потом кто-то, форвард, бомбардир, получает мяч, бьет по воротам, и либо забивает гол, либо нет. Ну, то есть это некая цепочка, некий ряд, похожий на домино. А если еще к этому присоединить memory, получился у меня вот такой прототип. Вот я так рассуждал. Ага, мячик может быть на разных уровнях у игроков. На нижнем, на среднем, на верхнем. Это вот ход моих рассуждений. И если пытаться выстроить в формате домино, то вот он интересный ряд будет получаться. Дальше подумалось, надо добавлять что-то в эту игру. Вот мы видим справа вверху вратаря, который начинает, от него начинается игра, кому-то пас дает. Видим бомбардира со словом «гол», который уже пас никому не дает, принимает мяч и бьет по воротам. Судья, который может оштрафовать, красную карточку кому-то дать. Карточка замены. И делается вот такая вот колода таких карточек. Они переворачиваются, и дальше два игрока играют в memory, открывая подходящих им игроков, своей команды и строя ряд победный, да? Это механика. А когда издатели из города Москвы увидели эту игру, они меня очень похвалили и сказали, вот какая хорошая игра, и мы ее будем производить. Прошло месяца 3, и мне показали рисунки, эскизы. И что же я вижу? А нет никаких футболистов, а механика осталась. Видите, игра стала игрой в построение цепочек, выращивания вот таких вот каких-то сказочных существ, динозавриков. Их назвали мемонстрики. Тут мемо. А мемо — это память, да? Вот, поэтому так назвали. И вроде бы совсем другая игра, но механика та же самая. И, по сути, игра осталась прежней. Вот. Оболочка, смотрите, как поменялась. Обращаю ваше внимание, что если вам нравится какая-то механика игровая, то вы можете на ее основе делать совершенно разные игры. И вот получилась такая игра, ее выпустили. Видите, есть как раз то, что у нас были красные карточки, замены, а здесь специальные есть тоже карточки, там, которые примерно те же действия в игре осуществляют. Тут получилась такая игра для маленьких, у меня она была для более старших. Ну, прошло время, и те же издатели из Москвы подумали, что, увидели, что аудитория любителей футбола тоже большая, и есть люди, которые с удовольствием поиграли бы в футбольный вариант. И вот совсем недавно выпустили, можно сказать, первоначальную задумку, воплотили, назвали ее «Галиадоры». И именно это вот тот же принцип, который был изначально заложен в моем прототипе. Вот. Я желаю вам интересных дальнейших находок, не оставлять творчество, в частности, творите и придумывайте и настольные игры тоже. Пускай они помогут вам и тем, кто будет играть, лучше узнать нашу историю и полюбить ее, географию, свой край и разные другие полезные качества приобрести, о которых все разработчики упоминали, когда представляли свою игру. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Друзья, если есть вопросы, то вы можете их задать. Юрий Владимирович, вопросов нет. Ребята пока осваивают полученную информацию и ждут результатов итогов. Спасибо вам большое. Спасибо, всего хорошего. Друзья, наше жюри еще голосует, поэтому у нас есть еще один спикер. Это Олег Иванович Муравьев, может быть, вы о нем слышали, это житель Сыктывкара. Он является предпринимателем, изобретателем интеллектуальных игровых наборов для развития научно-технического творчества. Олег Иванович, нас слышно? Да, здравствуйте. Слышно хорошо? Отлично. Спасибо, да, за приглашение.
Очень рад поучаствовать, да, здорово организаторы все это оформили, и видно то, что молодежь действительно вовлечена и создает очень удивительные и интересные продукты. Чем я сегодня мог бы быть полезен, да, то, что создавал много продуктов, да, и сейчас также мы продолжаем создавать как и физические, так и IT-продукты, дам какие-то советы, а самое главное, я покажу то, что это не просто хобби, да, то, что вы создаете продукты и игры в частности, это можно монетизировать и масштабировать как в регионе, в России, так и по миру. Сейчас я покажу демонстрацию. Видно ли демонстрацию? Нет. Ага, сейчас, секунду. Демонстрация экрана. Крайне правая вкладка «Показать весь экран». Нажимаете на экран, нажимаете кнопку «Поделиться». Ну вот, я окно нажимаю «Поделиться». Не видно, да? Нет. Так, вот давайте еще раз вместе с вами. Вот внизу демонстрация экрана делаю. Да. У вас открылось окно, там чем делиться. Показать окно, показать весь экран. Показать окно, показать весь экран. Нажимаете Так. «Показать весь экран». Ага. После чего Хорошо. нажимаете, у вас там надпись такая «Экран 1», скорее всего. Нажимаете на него. Ага, а вот сейчас вы видите экран, то есть мой экран, да, сейчас? Нет, Правильно? мы вас видим, не ваш экран. Ага, все, понял. Поделиться. Странно, вчера у нас получилось, но сейчас разберемся, секунду. Уже не экран. Сейчас, секунду, давайте еще раз попробую выйти и зайти. Приветствуем вас в сервисе интернет-видеоконференции «Видеомост». Ну, по идее, должно, или тоже нет? Но сейчас мы видим вас. Ага. Давайте еще раз. Хорошо, давайте тогда и симпровизирую и расскажу, что я могу поделиться, да? То есть как создать и продать настольную игру. То есть есть несколько пунктов, да, которые нужно пройти, и чтобы понять, как дальше, ну, как действовать в этом, то есть нужно понять ситуацию на рынке. И ситуация такая, что сейчас настольных игр вроде предложений много, но на самом деле у потенциальных потребителей, там, у детей, семей не так много игр, да, если в сравнении там с странами, ну, например, там, Германии, либо еще какими-то европейскими странами, даже там в Японии у них достаточно много есть настольных игр, и здесь есть куда еще нам расти, да, внутри страны, для того, чтобы этот рынок насытить. То есть покрытие где-то 20-30% всего, да, и высокий уровень в отдельных магазинах, где высокий уровень конкуренции. И, как вы знаете, игры есть не только в специализированных каких-то магазинах, а это также в детском мире, либо еще в разных книжных магазинах, да, поэтому здесь действительно есть что предложить, и видно, у вас есть интересные идеи, которые нужно упаковывать. И вот здесь, когда подходить к тому, чтобы выпускать игру, то нужно исходить из того, что типа чем больше, тем больше, да, то есть когда у вас больше
больше выпуска игр, да, там 1000 или больше, то если эта игра хорошая, то происходит цепная реакция, такое сарафанное радио, люди начинают делиться, да. Плюс этот правило еще работает хорошо, когда, например, вы изготавливаете 500 экземпляров, либо 5000 экземпляров, и вот 5000 это где-то в 5 раз, там 3-5 раз дешевле на штуку, на одну единицу приходится, потому что там уже разная технология печати, да, когда офсетная печать на потоке, и очень много штук изготавливаете, нежели вы в маленьких тиражах там 100 или 500 штук это изготавливать. Естественно, здесь нужно сразу понимать, куда вы хотите идти и как вы хотите дальше выпускать эту игру. То есть, для начала нужно вот для себя понять позиционирование, для кого все-таки игра, да, для какого возраста, потому что, и количеством, сколько человек в нее можно играть, потому что это тоже очень важно, и тут не стоит себя там приукрашивать или там как-то аудиторию уводить, то там, весело вдвоем, например, играть, хотя вы знаете, вдвоем не особо весело, то так и стоит указать, что там 3+, например, да, или 4+ игроков. Пусть вы будете сужать свой рынок, но зато те, кто оценит, поймет и для себя возьмет, для коллектива, он получит удовольствие, и это как раз то, что вам нужно, потому что если вы укажете 2 человека могут играть минимально, а там действительно это не очень интересно, а возможно даже скучно, соответственно, не получат того вот этого пользовательского положительного опыта. И важно здесь вот это позиционирование для того, чтобы когда вы будете планировать заходить в какие-то торговые сети, как Сыктывкара или всей Республики Коми, или, возможно, там по России, СНГ, то это тоже позволит как раз вашим продавцам уже сформировать, где это будет стоять, на какой полке и для какой аудитории, в каком месте и на каком стеллаже. Да? Если это не определить, то игра просто будет на складе. Вот, это часто такое бывает, когда непонятно ее вот именно позиционирование. Либо она просто ее компания у вас не возьмет, потому что она, если вы не знаете, для кого она, то они точно не придумают, для кого эта игра. Вот. И есть, конечно, такие сложности, да, и грабли, на которые часто могут наступить начинающие, да, это вот когда тут именно когнитивно такая сопротивляемость, да, если, говоря проще, то здесь непонятные правила. Вот когда вот сейчас на видео смотрел, да, была возможность, организаторы сделали, чтобы можно было посмотреть, и есть игры, которые автор может сложно объясняет, да. Есть очень простые, круто, есть сложные и просто доносятся. И это уже как бы говорит о том, что хорошо проработано, поэтому в этом плане нужно действительно четко делать так, чтобы правила были простые, да, даже если они сложные. Либо они должны в игровом процессе раскрываться плавно, но не сразу, чтобы это правило за голову браться, и для меня это сложно и так далее. И это благодаря тестированию, и нужно больше действительно тестировать, как уже передо мной спикер, изобретатель говорил, то, что действительно видно, что путь тоже проходил большой, и понимает, что тестирование это как раз то, что нужно, и делать это нужно чаще, с разной аудиторией, записывать, фиксировать и улучшать постоянно игру. И вот те риски, которые вы, чтобы не на себя брать, а перекладывать лучше на издателя, да, потому что там, производить по 1000, по 2 экземпляров, а то и больше, да, это риски, и пока у вас, например, нет имени, то лучше здесь пусть будет меньший процент от авторства, но компания, издатели сами могут выпускать ее и брать риски на производство и сбыт, и вот используя всю свою сеть. Очень важно коробку, вот я не видел, тут игры есть, которые классно оформлены, но очень мало упаковок, это лицо вашего продукта, и нужно, чтобы была упаковка, тоже здесь прорабатывайте, обращайтесь там, у нас в Сыктывкаре или там в Петербурге и вообще в России много разных студий, в Сыктывкаре так, вот, например, в СГУ есть факультеты, либо еще разные дизайнерские, там, где вы можете обратиться к дизайнерам, чтобы там под конкурс какой-то, либо за небольшую сумму оформили вашу идею в упаковку. Это, потому что дает именно то, чтобы
быстро считать информацию и понять, игра для меня или не для меня, да, и вот эта упаковка, фантик очень важен. И как рассчитываются цены, да, чтобы было понимание, хотел бы здесь тоже поделиться, потому что вот если игра, например, стоит 600-700 рублей себестоимость, то оптовая цена где-то будет порядка 1000, там, 1200, и дальше вы вот эту стоимость вот уже зарабатываете, да, а дальше уже, если вы за 1000 рублей поставляете в ритейл или какую-то сеть, то на прилавке это будет 2000 рублей. Тут надо быть готовым, и исходя из этого выстраивать математику, когда вы понимаете, что вы производите игру там, за 500-700 рублей, то вы будете ее за порядка 1000 там, с копейками ее поставлять в опт. То есть, конечно, тут больше зарабатывают ритейлы, да, но они сбывают продукцию, складируют ее, работают над этим и так далее. Вы здесь просто получаете уже авторские права с игры. И тут получается, какие есть варианты. Да? Фиксированная сумма, если с издателями работать, то есть есть фиксированная сумма за продажу прав, то есть оценить именно там в рамках одной страны, либо нескольких стран. Есть годовая лицензия, когда вы говорите, вот мне за год столько-то, да, если это республика, либо на Россию, опять же. Либо процент от каждого проданного товара. Такое тоже возможно. То есть здесь выбор производителя тоже важен. Можно в России делать, но это сложно и не всегда четко. Здесь чаще можно это делать там, в Беларуси, в Китае, либо еще в каких-то странах. Но сейчас развивается эта индустрия, и даже вот в типографии в Сыктывкарской тоже когда-то имели дело, мы изготавливали там несколько видов игр. Тут просто больше контроль нужен. Быть готовым, то, что нужно контролировать, потому что цвет может быть не тот, рисовка, вырубка, что-то может быть пойти не так, и нужно просто контролировать. Здесь более большие, крупные заводы, там уже налажено все это, то есть тут уже нужно выбирать в зависимости, какой объем вы хотите. И выход на мировой уровень, там будете тоже так, а вы в рамках одной страны авторские права, когда вы передаете свою... Олег Иванович, прошу прощения, у нас ребята многие спешат на транспортные средства, вот, поэтому спасибо вам большое за ценные советы. Да, вот. Это здорово, но лучше бы они бы задержались еще минутку, возможно, это лучший совет в их жизни был бы. Давайте, если вы так считаете, что это лучший совет в их жизни, то мы задержимся на пару минут. Все, да, я потому что тогда просто завершу ту мысль, которую бы хотел бы, то есть, если, конечно, для них это просто такая хобби, и они не хотят выводить, как-то развивать дальше свою игру, то могут, в принципе, идти, никого не держим. То есть версию 1.0, когда выпускаете, да, то здесь нужно быть готовым к критике, потому что первые это кто разные новости выпускают, они первую неделю там смотрят и, конечно, критикуют. Критику нужно реагировать там уже после 2-3 недель, когда действительно ваши пользователи будут покупать, да, игру. И вот важно последовательность, да, вот там придумать идею, определить четкое позиционирование, да, для кого вы сделать прототип. Можно пусть на салфетках, чтобы вы могли быстро менять, не обязательно делать сразу четко, красиво и там скрупулезно над этим работать, так вы будете усложнять изменения и больше тестировать с друзьями, с коллегами, либо с родными, близкими, больше тестировать, показывать именно доработки прототипа уже издателю, и там уже вести диалог. Когда у вас будет доработанный прототип, то действительно тут уже можно предложить какие-то суммы, да, издателям. Поэтому спасибо, что пригласили, да, исследуйте, хотел бы сказать, да, что объединяйте вот разные идеи в несколько, да, и изобретайте, у вас все получится. И сейчас вот то, что есть технологии, да, там дополненной реальности, любую физическую игру можно еще дополнить. Вот мы, например, занимаемся сейчас в 17 странах, выводим разные продукты именно с дополненной реальностью, когда какие-то образовательные карточки, либо вот сейчас анатомия,
где с помощью телефона мы в 3D-визуализации видим какие-то объекты. И также ваши игры можно тоже дополнять. То есть не ограничьтесь только физическим каким-то, да, устройством игры и механики, а то, что вы можете ее действительно дополнять. Даже там в игру в шахматы, когда при наведении какого-то хода можно увидеть, как там лошадь со слоном, например, дерутся, да, прежде чем решить. Ну, это самые такие простые примеры. Я уже не говорю про те, что, например, про космос, да, вот космический навигатор, там навели на карту игры, и там у вас могут в дополненной реальности в телефоне показаться разные объекты, и аудиоозвучка рассказать о тех или иных объектах. То есть это может действительно быть уникально. Мне вот есть ряд идей, которые понравились. Ну, могу отметить в 2 словах, да, вот космический навигатор, Ложка-Мошка, Мое Отечество, Комик-Край. Тоже там я видел развитие. Это можно на несколько разных, ну, на разные регионы упаковать, не только по Республике Коми, потому что механика сама интересная получилась. Ну, вот игра сот, не помню, как называется, там с сотами связано, там примерами. И память о войне тоже интересно, по типу Монополии там автор сделал. Вот, спасибо за внимание, успехов вам в начинаниях. Олег Иванович, спасибо большое за ценные советы. Очень приятно, что отмечены были некоторые игры. Спасибо большое. Ну что, друзья, верю, что вы устали, столько наболтались, но мы готовы объявить победителей турнира наших интеллектуальных игр. И для награждения и вручения дипломов мы приглашаем заместителя директора Национальной библиотеки Республики Коми Марину Валерьевну Панюкову. Я буду вызывать, вы будете торжественно вручать. Итак, 3 победителя, как вы помните, 1 приз зрительских симпатий. Итак, одним из победителей, дипломом победителя фестиваля «Ворсантор» награждается Вавилова Арина Сергеевна. Сыктывкар, игра «Не спи на дороге». Конечно же, я напоминаю, что все игры, которые вы придумали, которые мы сделали в типографии, мы вам их дарим. Поздравляем! Да, небольшие заминочки. Поздравляем Марину. Еще одним победителем, дипломом победителя интеллектуальных игр «Ворсантор» награждается игра «Коми Серпас». Коми-картинки Старцева Юлия и Потапов Артем. Поздравляем! Диплом развернуть на память. Поздравляем, ребята! И 3-м победителем интеллектуальных игр «Ворсантор» дипломом награждается Савичева Юлия Владимировна, Усинск, звездосчеты. Поздравляем! Еще один дипломчик за приз зрительских симпатий. Это проголосовали ребята, которые ходили, голосовали, участвовали в каждых играх. Дипломом в номинации «Приз зрительских симпатий» награждается Новикова Дарья, город Сыктывкар, игра «ТЭТ».
минуточку. Марина Валерьевна, вы хотели что-то сказать? Пожалуйста. Уважаемые участники, волей случая так случилось, что я тоже приняла участие в экспертировании ваших работ. Перед этим, посмотрев все 15, хочу сказать, что они все очень сильные, очень интересные и действительно достойны были стать победителем из тех конкурсных работ, которые были представлены. Спасибо вам большое за участие, замечательные презентации, и очень хочется пожелать, чтобы вы на этом не останавливались, развивали ваши игры дальше. Вот присоединюсь к словам эксперта, который только что выступал, меняли правила и тиражировали свои игры. Мы, в свою очередь, постараемся, да, с нашей командой проекта тоже по возможности привлечь, может быть, наших попечителей, чтобы какие-то из этих игр тоже получили продолжение. Спасибо вам большое. Спасибо, Марина Валерьевна. Ребят, вам тоже спасибо, дорогие участники. Вы не разбегайтесь, потому что мы вас тоже ведь хотим наградить сертификатами и вручить вам ваши игры. Итак, под аплодисменты я приглашаю Нечипорук Диану, Книжпогосский район. Волшебная игра. Приветствуем вас в сервисе интернет-видеоконференции «Видеомост». В настоящее время вы являетесь единственным Горбачев участником данной Лев, конференции. Шунитлев Подождите, Иван, пожалуйста, космический присоединения других навигатор. участников. Борисайте Евгения, Кодыми, мы. Усть-Куломский район. Коллективная работа «Литературный калейдоскоп». Нечаева Ева и Нечаев Родион. Литературный калейдоскоп. Белей Анна, интеллектуальная ошка-мошка. Анна, приглашаем тебя за вручением сертификата. Мария Сюткина, «Спаси Зарань», город Ухта. Туголукова Ангелина, «Мое отечество, край мой». Сергей Ануфриев у нас не приехал, но мы обязательно отправим ему его призы. Рожков Арсений, Алешихин Егор, его, по-моему, представлял кто-то, да, приглашаем вас. Военно-историческая настольная игра «Дорога памяти». Лыткин Никита готовится, он у нас на галерке, поздравляем, герои коми-легенд и преданий. Савина Богдана, Сыктывдинский район, лесная школа. Спасибо вам, Марина Валерьевна, большое за
уделенное время. Ну что, дорогие друзья, мы поздравляем всех причастных к нашему фестивалю, который состоялся. Я напомню, что есть у нас и благодарности группе поддержки. Вы, пожалуйста, после мероприятия можете подойти к нам, мы вам их выдадим, именно благодарности. Ну что, поздравляем всех. Я думаю, все прошло весело, задорно, динамично, а главное интеллектуально. Я предлагаю всем собраться для коллективной фотографии, ребят. Ребят, давайте все вместе сфотографируемся. Приветствуем вас в сервисе интернет-видеоконференции «Видеомост». В настоящее время вы являетесь единственным участником в данной конференции. Подождите, пожалуйста, присоединения других участников. Дорогие победители, а можно попросить участников Наташа. не спи на дороге и Наталья Владимировна. на дороге и тот и космический навигатор.